Наверное, каждый хоть раз в жизни подумывал о работе на себя. Никаких начальников, четкого графика работы, красота. Да, я до сих пор вынашиваю в голове такой бизнес-план. Пока он, правда, на стадии зародыша, но надеюсь, что в ближайшем времени он значительно подрастет. Ну и что ни говори, начинающего предпринимателя нужно хорошенько поддержать. Для этого и начинают функционировать национальные проекты по развитию предпринимательства. В нашей студии Ирина Синицына, начальник управления проектного офиса Министерства экономики Республики Коми. И мы поговорим и о малом бизнесе, и о его государственной поддержке. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Вот что из себя вообще представляет этот региональный проект? Может быть, какие-то традиционные способы поддержки малого и среднего бизнеса будут использоваться в нашем регионе? В рамках тех задач, которые поставлены в указе по данному национальному проекту, на федеральном уровне сформировано 5 федеральных проектов. И абсолютно зеркально на уровне республики тоже 5 аналогичных региональных проектов сформировано. Что это за проекты? В первую очередь это, конечно, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. Федеральный проект и аналогичный региональный проект у нас сформирован. Второе – это расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию. Третий региональный проект, который тоже соответствует федеральному проекту, это акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства. Четвертый проект, который для нашей республики тоже очень важен, это создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. Ну и пятый проект, без которого, наверное, вот эта вот телега не покатится, это популяризация предпринимательства. В этом проекте, наверное, очень большую помощь окажете вы нам. А в чем задача местной власти? Вот в чем? Что они должны будут сделать? Практически в каждом направлении можно найти, чем заняться органам местного самоуправления и местному бизнес-сообществу. Если мы говорим, например, об улучшении условий ведения предпринимательской деятельности, то одно из мероприятий этого регионального проекта – это формирование перечней имущества государственного, муниципального, которое может предоставляться в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. И, конечно, здесь не обойтись без органов местного самоуправления, в распоряжении которых тоже имеется имущество. И это имущество может предоставляться субъектам малого и среднего предпринимательства для ведения ими деятельности. Для кого? На кого направлен этот проект? Вот это должны быть все-таки уже действующие предприниматели, да? Или, может быть, вот те самые потенциальные, да, вот кому? Для всех. На самом деле для всех. Та поддержка, которая предусматривается в данном национальном проекте, она рассчитана на самые разные категории бизнеса. И на тот бизнес, который сегодня уже существует в республике. В принципе, вот сегодня статистика говорит о том, что порядка 80% хозяйствующих субъектов, всех тех, которые зарегистрированы на территории республики, это субъекты малого и среднего предпринимательства. Только вот самое печальное в этом, что 95% из вот этого количества субъектов МСП – это микробизнес. И вы понимаете, да, что микробизнес – это, как правило, недолговечный бизнес. А наша задача в рамках этого проекта – помочь этому микробизнесу, а потом конечно, вырасти до малого, а потом до среднего. Конечно. Но и вместе с тем, те, кто сегодня еще не занимаются бизнесом, но посматривает в эту сторону. Алена у нас задумалась. Да. Вот бизнес-план ей как раз-таки нужно додумать, да, и прямиком к вам в проект. Конечно, конечно. И для этого, кстати, в республике сегодня существует Центр поддержки предпринимательства ШОНДы. Вот в рамках этого национального проекта мы планируем развить вот этот вот инструмент и создать на территории всей республики сеть центров «Мои документы». Сегодня центр ШОНДы есть только в Сыктывкаре. И поэтому предприниматели, будущие предприниматели
Ну, к сожалению, только с Сыктывкара Либо приезжают, могут получается. либо приезжать специально надо, да. А тут будет на местах. А тут, да, будут на местах, по крайней мере, в тех муниципальных образованиях, где наиболее востребована такая поддержка. Это и кредитно-гарантийная поддержка со стороны республики, и тех организаций инфраструктуры поддержки. Это и консалтинговая поддержка со стороны вот этого вот центра. Она будет доступна и в других городах и районах республики. Хорошо, я надеюсь, что, точнее, я даже уверена, что все поддержит проект и успешной реализации. Спасибо Спасибо, что большое. пришли.